И, наверное, если у наших зрителей созрел интерес к иностранным языкам, и они хотят выучить их самостоятельно, то лучший для этого пример – это как раз-таки Вячеслав Иванов, лингвист, личным примером, который показывает всем нам, что можно и должно изучать иностранные языки, и делать это весьма успешно. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте. Лингвист и полиглот, что важно. Алана, здравствуйте. Приятно видеть вас, Вячеслав. Пожалуйста, напомните, какими языками вы владеете? Я увлекаюсь языками и изучал, не знаю, наверное, 20 языков или больше в разной степени. Но изъясниться могу на русском, осетинском, болгарском, эсперанто, английском и французском. И зачем вам такое богатство? Это было скорее интересно в процессе, но в итоге тоже пригождается. У меня бывают заказы, казалось бы, на более редкие языки из болгарского. Мне доводилось переводить письменные тексты, поэтому это все не зря. Самый большой заказ у меня был вообще за всю жизнь, связан с эсперанто. Казалось бы, язык некоммерческий, но выстрелило тоже. А самым сложным для изучения который из этих языков для вас оказался? Наверное, вьетнамский довольно сложный язык, в том смысле, что как язык он довольно простой, но у него сложная фонетика, да, то есть они различают больше гласных фонем, гласных звуков, так скажем, чем мы, и плюс еще там, как у Георгия, тоже тоны, причем даже 6, а не 4. Скажите, а помимо самих языков, вы изучаете культуру этого народа, может быть, какие-то гастрономические их пристрастия, хореографию, не знаю? Литературу, скорее всего. Да, неизбежно, но с другой стороны я подхожу с такой более лингвистической позиции, то есть я считаю, что язык – это прежде всего знаковая система, да, то есть я не считаю, что в языке содержится там душа народа, да, это поэзия, душу народа измерить невозможно, также, наверное, пожалуй, как душу человека, хотя мы не оспариваем, да, что душа есть, также, наверное, и у народа душа есть, но если взять даже историю языков, то есть, чтобы не брать слишком близкие нам примеры, например, есть болгарский язык, но само название языка возникло от племени болгар, которые пришли на Балканы из Большой степи и были, вероятно, тюрками. И потом они растворились в местных славянах, перешли на славянский язык, но передали им свое самоназвание. В итоге у нас есть болгарский язык. Какого народа эта душа? Да? Современного болгарского, но язык пришел или остался. То есть такие смены носителя языком довольно частое явление. Бывает так, что совершенно разные народы говорят на одном и том же языке. Да? Поэтому с этим довольно сложно. Вячеслав, а скажите, вас можно смело называть популяризатором осетинского языка, поскольку вы и сами владеете осетинским языком. Более того, есть сайт Ирунау.ру, к которому вы приложили руку очень серьезно. Скажите, эта популяризация осетинского языка, это можно назвать зовом вашей души или это такой подход лингвиста, ученого? Да, можно, несомненно. Когда я учил осетинский язык сам, я столкнулся с огромным дефицитом материалов о языке. Сейчас ситуация изменилась, есть интернет, он завален сканами буквально всей литературы осетиноведческой, но на тот момент не было самоучителя, не было, даже школьный учебник, надо было как-то где-то искать. И скорее для таких же людей, как я пытался то, что находил, сразу публиковать, конечно, от души, вроде бы для себя 2 недели назад. Да? Поэтому там, конечно, получилось с душой. Сейчас, может быть, это не выглядит как какое-то большое достижение, этот сайт, но на тот момент это было... в общем-то,
единственное место, где такая информация была. Вы, конечно, скромничаете, как и преуменьшаете свои знания в области языков, так и ваши заслуги в плане популяризации осетинского языка и помощи людям, которые хотят его выучить. Сейчас очень часто говорят о сохранении осетинского языка, и есть люди, которые, с трудом могут его выучить или сталкиваются с трудностями, даже живя в Осетии, там, понимание, общение и так далее. Вот как вы считаете, Георгий говорил, что китайский самостоятельно выучить достаточно сложно. А что вы скажете по поводу осетинского? Осетинский тоже довольно сложно выучить. Я видел такие отзывы от природных осетин, скажем, да, молодых ребят, которые знают несколько языков, например, неизбежно английский, какой-то экзотический язык, и читают по-испански и так далее, и говорят, надо бы заняться еще осетинским. Но когда они начинают им заниматься, они сталкиваются с проблемами. Проблемы какого характера? Осетинский язык очень отдельный от, европейских, во всяком случае. Европейские языки переведены друг на друга много раз, и поэтому для каждого слова выработался готовый перевод. А многие осетинские слова трудно перевести на все европейские языки. И наоборот, если европейские какие-нибудь банальные, в общем-то, обычные вещи довольно трудно перевести на осетинский, приходится как-то или описательно переводить, или, как осетины сами делают, просто брать русское слово, вставлять. Тут ничего плохого нет, но когда изучаешь язык, этот автоматизм, когда ты вставляешь уместные заимствования из русского, он, конечно, сразу откуда ему взяться. Тем более есть соблазн, если я вставил одно русское слово, то дальше по-русски продолжу. Когда у вас был в гостях очно, мне как раз за кулисами сказали в осетинской части, и парнишка мне говорит, вы не переживайте, если вам что-то забудете, как-то споткнетесь, вы можете по-русски сказать. Я говорю, если я по-русски скажу, я переключусь на русский. Именно потому, что это не родной для меня язык, и для меня неестественно вставлять одно слово, а потом дальше продолжать говорить на нем же. И вот с этим, скажем так, отсутствием привычного спектра всего продукта, да, информационного и так далее. Вот люди сталкиваются и поэтому буксуют, когда изучают осетинский. Но, в принципе, конечно, задача выполнимая, и мы с вами знаем примеры, когда люди не знали язык, скажем, в 15 лет, а в 25, в принципе, знают. Да? То есть это достижимая цель. Но опять же есть пример моего одноклассника, который сам выучил осетинский язык. Скажите, а свой язык, еще один иностранный язык вы к себе в копилку сейчас изучаете или остановились уже? Я недавно наткнулся на интервью, очень большое интервью у меня брали для одного из новостных порталов осетинских в 2018 году. И я там говорю, нет, не буду никогда изучать больше другие языки, вот лучше доучу, турецкий, то есть осетинский, надо заниматься, поддерживать языки, они забываются. У меня есть например, финский язык, я на нем когда-то изъяснялся, сейчас уже совершенно нет. То есть я вижу текст по-фински, узнаю 2-3 слова и все. То есть языки очень сильно забываются, и больше десятка физически невозможно, в общем-то, в хорошем состоянии их выучить. И я тогда говорю, больше не буду учить. А потом у меня была вот эта большая эпопея с вьетнамским, поэтому прямо сейчас ничего нового я не учу, но не могу, конечно, зарекаться. Вот мы все пережили ковид, различные катаклизмы, которые происходили в обществе и так или иначе отражались на нашем ментальном здоровье. Вы ощущаете бонусы очевидные того, что вы знаете столько языков и постоянно над собой работаете? Да, именно в ковид я как раз занимался вьетнамским языком, и очень много приходилось проводить времени в интернете в любом случае, и значительную часть этого времени я тратил на языковые обмены с вьетнамцами, то есть помогал вьетнамским студентам. Это, в общем-то, выглядело как своего рода гуманитарная помощь. Да? Там у меня были
была группа студентов, 6 человек, которые в разных вузах, в основном Москвы, застряли в общежитиях. То есть Вьетнам их не принимал, а на уроки они не ходили. И они просто сидели в общежитии, при том, что как раз в общежитии условия скученности, да, как бы с эпидемиологической точки зрения, это тоже довольно забавно было. И вот мы с ними созванивались там несколько раз в неделю, и я помогал им делать упражнения, как-то мы практиковали их русский язык. Ну, а они мне немножечко там тоже вьетнамский в ответ тоже как-то меня поддерживали. Вот, несомненно, это помогает, да. Спасибо вам большое.